Ну, на самом деле в России много инклюзивных театров, и они есть. И, наверное, надо сказать, что много особых театров, да, потому что инклюзивный театр — это часть особого театра. Не все особые театры инклюзивные, есть театры, в которых только люди с инвалидностью или там с какой-то определенной формой инвалидности. Инклюзивный означает, что люди с инвалидностью и без все вместе на равных. Театры бывают разные. Классический, Современный. иммерсивный, вот сейчас модно. А бывает еще инклюзивный. А про что это? Как это? Узнаем сегодня. Айсылу Лерон, телерадиоведущая, Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель, беседуют с организатором творческой инклюзивной студии «Эмоция» Инессой Клюкиной и режиссером студии Нелей Суркиной. Недавно был день белой трости. Да? Это же не праздник, но его как-то отмечают. Вот как это происходит? У нас есть участница, в этом году она пришла, девочка с нарушением зрения. Как раз-таки ее активисты делали на Баумана такую акцию, где любой желающий, который проходил, мог бы познакомиться с, вообще немножечко жизнью незрячего человека, то есть там закрыть глаза и на шум определить, там, что лежит в коробке. Ну и мы, ребята из «Эмоций», помогали ей провести эту акцию. Наверное, вот так мы обозначились. А вообще у нас долгое время среди ребят с инвалидностью были именно ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ну и вот с этого года мы начали работать с ребятами с нарушением зрения и с незрячими. Под девизом «Создавая возможности» с 2016 года творческая инклюзивная студия «Эмоция» объединяет участников с инвалидностью и без. Уникальные авторские спектакли создаются с учетом индивидуальных физических возможностей актеров. В репертуаре студии постановки «Сердца города», «Что я помню о себе», «Снег», «Страна сломанных игрушек». С чего начинается? Вот появляется сценарий, да, и вы начинаете под них искать актеров. В принципе, есть состав участников, и под них у Нелли рождается сценарий. Даже вот так все, Да, да? у нас все постановки, практически, да, только «Снег». Под вас, то есть под труппу, скажем так, да, театральную. Как ты это делаешь? Не знаю. Мне кажется, что всегда у ребят есть какой-то внутренний запрос. Они иногда его формулируют в явном виде какими-то словами, делая намеки. Мы хотим вот что-то про это. Дальше самовоплощение каким образом? Как правило, мы не читаем сценарий в начале, и, как правило, мы начинаем делать отдельные сцены, делать этюды, и ребята не всегда понимают, что это просто какая-то игра, а потом это все собирается в спектакль. У нас есть разные спектакли, есть, допустим, спектакль «Вербатим», и там важно знать текст, он документальный, и девчонкам было важно очень точно выучить текст со всякими такими, какими-то такими сорными словечками, но если их пропускать, то тогда это будет уже не живая речь. И это очень сложно, когда это не твои собственные сорные слова, а чьи-то чужие. А как вот участники должны о вас узнать? Как они вот приходят к вам? Откуда? Очень многие ребята — это наши просто друзья, то есть какая-то часть. Люди приходят на спектакли и потом остаются. Приходят помогать как доброволец к нам, например, красить, я не знаю, там фотографы. Приходят на спектакль и, например, мы так педагога по вокалу, да, у нас Милюша пришла нас красить на премьеру, потом сказала, что я могу вести для вас вокал, потому что у меня музыкальное образование, и осталась теперь она еще и в спектаклях. Кто-то смотрит сюжеты и потом находит нас в соцсетях. «Снег» – пластический спектакль с элементами современной японской хореографии будо. Сидя в зрительном зале, вспоминаешь девиз театральной студии «Создавая возможности». В обычной жизни большинство артистов передвигаются с помощью кресел или костылей.
но на сцене мы не видим ни того, ни другого. Вы выступаете, ставите спектакли не только в Казани, но Да. и в регионах. Ну, мы выезжаем, да, у нас за 3 года, получается, 10 городов России, такой наш, не знаю, как это, резюме. 35 показов в 10 городах России. Казань, конечно, большинство, но мы были даже не только в Татарстане. Да, в Челябинской области, например, мы были. В Москве, в Екатеринбурге, в Ижевске. А вот такого рода театр, это насколько вот этот проект уникален для России? Есть инклюзивный такого плана театры? Ну, на самом деле в России много инклюзивных театров, и они И, есть. наверное, надо сказать, что много особых театров, да. потому что инклюзивный театр — это часть особого театра. Не все особые театры инклюзивные, есть театры, в которых только люди с инвалидностью или там с какой-то определенной формой инвалидности. Инклюзивный означает, что люди с инвалидностью и без все вместе на равных. Это важно, потому что в некоторых театрах, например, есть люди с инвалидностью и люди без инвалидности, но, например, люди без инвалидности — это профессиональные актеры. Они не волонтеры, они получают заработную плату за свою работу, ну, как актеры, да, просто к ним добавляются еще вот люди с ограниченными возможностями здоровья. А есть театры, например, в которых занимаются люди с инвалидностью, есть волонтеры, которые им помогают. Да? Ну, то есть это тоже не совсем такая история, да, взаимодействия на равных. Можно ли сказать, что вот эти репетиции, постановки сами могут заменить, может быть, занятия гимнастикой, поход к психологу? Ну, то есть вот что это еще, помимо, что это театр, что это еще дает всем участникам? Мне кажется, что театр, любой театр — это целая жизнь, и в любом театре есть вот все многообразие жизни, и в нашей студии также. Конечно же, это и общение, и где-то, да, гимнастика, физкультура, мы много занимаемся телом, это важно держать тело в форме, мы занимаемся речью, мы занимаемся вокалом, танцуем. Ну, вот вы наблюдаете какие-то перемены за то время, которое человек занимается в вашей студии? Ну, просто ребята становятся, мне кажется, самостоятельнее, делают какие-то вещи, которые раньше бы они не сделали. Ну, то есть это в жизни тебе дает. Ко многим подходят на улице люди и говорят: «О, я знаю вас, я была на вашем спектакле», ходят на свидание. Кстати, а какой средний возраст у вас? От 18 лет, но средний, наверное, это около 30 все-таки. У нас есть больше 30. Случались уже? Да, служебный роман. Ну, на работе романов пока не было, да? Только парами приходят. Понятно, да, ясно. Но мы ожидаем новых участников, да? Так что все может быть. Перспективы какие вы видите? Что дальше? Вот как надо развиваться? Куда? Это уже действительно, вы уже говорили, что это что-то такое самостоятельное, да? Но у самостоятельного театра должно быть здание. Вешалка у нас уже есть. Вешалка уже. Ну вот о чем вы мечтаете? Мы мечтаем о своем здании в центре города Казани. Мечтаем, чтобы у нас наши педагоги получали заработную плату, чтобы у нас, наращивать вот это только еще больше профессиональных педагогов. Мы мечтаем танцевать. Мы мечтаем танцевать. Ну, я, наверное, мечтаю о том, чтобы те ребята, которые занимаются, чтобы они продолжали заниматься, потому что
человек занимается, он растет, накапливает опыт, и то, что он делает, становится все качественнее и качественнее, и для меня важно, чтобы наша работа становилась лучше и качественнее. Но если здание не случится, к примеру, да, в Казани, вы будете оставаться в Казани, если у вас в планах? Мы куда-то? остаемся ведь здесь и приспосабливаемся, продолжаем. Это мы идем к этому, но как бы То есть мы мысли работаем. о Москве, например, туда уехать? Нелли там говорила, что-то? конечно, в Сочи бы остаться, когда мы были там. Почему? На Потому что съемках. море или что-то еще там есть? Наверное, да. Просто потому что тепло, потому что тепло. Да. Вот. Ну, пока мы вроде как не собираемся уезжать. Ну да, Или как? то есть, в принципе, ну, то есть для меня, например, лично, там, я жила в Москве, я жила в Питере, ну, как бы я попробовала для себя два этих города, да, я, ну, понимаю, и я сознательно выбрала Казань, ну, то есть я здесь, в Казани, сейчас мне здесь хорошо, классно, у меня есть замечательный проект, который для меня очень важен, и, ну, как бы я сейчас не хочу отсюда уезжать, я хочу заниматься тем, чем я занимаюсь, быть в Казани, вот, ну, там, если в Казани нету здания, там, или еще чего-то нету, ну, я не знаю, если нам скажут, а давайте вы переезжайте куда-нибудь, вот вам здание, вот вам, я не знаю, там, зарплаты, перевозите весь ваш коллектив, мы всех поселим, ну, мне кажется, это утопия. Но, с другой стороны, если такое предложение поступит, наверное, мы серьезно об этом подумаем. Давайте пригласим желающих в театр. Как вас найти? Кто должен прийти? Если человек старше 18 лет, Он ответственный, творческий, активный. то он может найти нас в социальных сетях, творческая инклюзивная студия «Эмоция». Можно нам написать и прийти к нам просто на мастер-классы, либо участвовать в спектаклях. Приглашаем.